Прокуратура города Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя и двух руководителей жилищно-накопительного кооператива «Новый дом» и иных подконтрольных им организаций. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, обвиняемые, зная об отсутствии у подконтрольных им организаций, зарегистрированных под наименованиями жилищно-накопительных кооперативов «Новый дом», ЖСК «Тата», Лиза Чайкина, Дежнева, 19, ООО «АИФ» с разрешительной документацией осуществили строительство двух трехэтажных многоквартирных домов с мансардными этажами и обманным путем привлекли денежные средства 118 граждан, заключив с ними договоры по накоплению. Одновременно с этим обвиняемые в отсутствии разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по улице Клары Цеткин, дом 14/1 города Якутска, заключили заведомо неисполнимые договоры по накоплению с 14 гражданами с получением у них денежных средств на строительство, которое так и не началось. В результате данных преступных действий в отсутствие разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 116 граждан лишены права на владение, пользование и распоряжение приобретенным им имуществом. Двоим гражданам при получении денежных средств помещения вовсе не предоставлены. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составила более 159 миллионов рублей. После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено прокурором в Якутский городской суд для рассмотрения по существу. Полицейские раскрыли хищение более 50 тысяч рублей с банковской карты в Якутске. В полицию обратилась местная жительница и сообщила, что с ее банковской карты похищены деньги. Подозреваемым оказался 18-летний молодой человек. Установлено, что потерпевшая распивала спиртные напитки в квартире своего знакомого. Во время застолья подозреваемый присвоил себе банковскую карту гостей. Ранее он запомнил пин-код, который вводила потерпевшая при расчете в магазине. Затем злоумышленник снял деньги в банкомате и потратил их на личные нужды. В отношении него возбуждено уголовное дело. За кражу ему грозит до 6 лет лишения свободы. Мужчина обвиняется в применении насилия к представителю власти в Алданском районе республики. По информации прокуратуры региона, пьяный 34-летний молодой человек в сентябре 2019 года на территории города Алдан, выражая свое несогласие с законными действиями сотрудника полиции, применил в отношении инспектора ДПС насилие. Сообщается, что в результате представителю власти были причинены телесные повреждения. После совершения преступления подозреваемый скрылся. Он был установлен сотрудниками уголовного розыска на территории другого субъекта страны и доставлен для проведения следственных действий в Алдан. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу. Житель Усьянского района осужден за кражу с проникновением в жилище. Об этом сообщает прокуратура республики. Осенью прошлого года пьяный подсудимый похитил со двора своего соседа пластиковую бочку объемом 200 литров, а затем проник в его квартиру, откуда украл телевизор и приставку для цифрового телевидения. По результатам рассмотрения уголовного дела суд его приговорил к 1 году и 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 8 месяцев. Судоводитель, по вине которого погиб пассажир, предстанет перед судом в Якутии. По информации Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России, мужчина обвиняется в нарушении правил безопасности движения судна. По версии следствия, 29 октября на реке Лене, в 15 километрах от поселка Сангар Кобельского района, нетрезвый 53-летний мужчина, управляя лодкой «Прогресс-4», столкнулся со стоящей на якоре несамоходной баржей. В результате мужчина, находившийся носовой частью, упал за борт и утонул. Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы. Мужчина пытался пронести 11 сотовых телефонов в лечебно-исправительное учреждение номер 5 в Якутске. Он был остановлен сотрудниками учреждения, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы исполнения наказания России по региону. Также задержанный пытался пронести по 5 сим-карт и зарядные устройства, 2 гарнитуры и 600 рублей. Он упаковал вещи в полиэтиленовый пакет и намеревался передать его осужденным через канализационную сеть. Сообщается, что мужчина ранее отбывал наказание в одном из исправительных учреждений региона.
Бывший заместитель главы Вилюйска предстанет перед судом за хищение более 362 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Отмечается, что уголовное дело возбуждено по материалам проверки, распространившейся в мессенджере WhatsApp. Согласно материалам проверки прокуратуры и данным следствия, в 2019 году и в начале 2020 года заместителю главы Вилюйска производилось ежемесячное авансирование зарплаты. Оказалось, что аванс превышал зарплату женщины, и в итоге переплата составила более 300 тысяч рублей. Также деньги оплачивались без заявления на авансирование и решения работодателя. При этом задолженность в годовой бухгалтерской отчетности не отражена. Бывший замглавы обвиняется в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения. Кроме того, на рассмотрении суда находится уголовное дело по той же статье в отношении бывшего главного бухгалтера администрации Вилюйска. Переплата аванса женщины составила около 260 тысяч рублей. Сотни людей вышли вечером во вторник на улицы ливанского Триполи на акцию протеста против ухудшения экономики на фоне одного из самых строгих локдаунов в стране с начала пандемии коронавируса. Манифестанты поджигали машины и забрасывали камнями военных. Те в ответ применили слезоточивый газ и резиновые пули. Митингующие утверждают, что введенные из-за коронавируса ограничительные меры еще больше погружают людей в нищету. В Ливане положение особенно тяжелое из-за усугубляющегося финансового кризиса и взрыва, прогремевшего в августе в порту Бейрута и ставшего непосильным бременем для местной системы здравоохранения. В стране с населением около 6 миллионов человек с начала пандемии зафиксировано в общей сложности свыше 285 тысяч случаев заражения коронавирусом, почти 2500 человек умерли. Отсутствие строгих ограничительных мер на Рождество и Новый год привели к резкому росту числа заболеваний, в результате чего в стране был введен жесткий локдаун с комендантским часом до 1 февраля.